Тревога, спокойствие или стабильность – все эти чувства вплетены в узоры старинных по технике изготовления ингушских войлочных ковров. Истинг – так в Ингушетии с незапамятных времен называли ковры из овечьей шерсти, сваленные вручную. Он был незаменимым спутником ингушей в быту, в поле и на охоте. Истинг отвечал функциональным потребностям горцев, обогревая глиняный пол в каменных саклях. К примеру, вот этому ковру ровно 100 лет. Издревле на Кавказе известны разные виды ковроделия – войлочные с врезным и вкатанным орнаментами и ворсовая, ткацкая. Все делалось из овечьей шерсти. Истинг – процесс долгий и кропотливый. Техник несколько – сухая, когда отдельные части войлока просто сшиваются, и мокрая, когда узоры делаются при помощи мыльного раствора. На один средний ковер уходит около месяца, а иногда и больше. Здесь у нас идет процесс валяния. Процесс валяния состоит из того, что закатывается все в трубу, валяльное полотно, и с помощью физического воздействия локтей шерсть сваливается вместе с рисунком. Сегодня у нас такая технология. В другое время, другие мастер-классы у нас будут посвящены тому, что будут сваливаться отдельные цветные полотна, вырезаться из них орнаменты, сшивать их между собой. Таким образом образуя хэт-таферт. У нас представлены все различные виды ковров, они все разных размеров, разных расцветок, разной технологии исполнения. В основном они окаймляются ручным швом, тоже из шерсти и пряжи, из 100% натуральной шерсти. Сегодня девочки в 2 ковра валяют у нас, то есть это новые ученицы, которые на мастер-классе учатся исполнять рисунок прямо на мокром ковре, на мокром сразу же вместе получать результат. Но здесь вот у нас представлен работа представлена на стадии завершения, так скажем, мы скажем именно вот, что орнамент сшивается в виде инкрустации, то есть это свалены 2 раздельных полотна, вырезается одинаковый орнамент, вставляется между собой и образуется вот такой вот хэт-таферт. Хэта – это значит соединенный, объединенный и так далее. Поверх него сшивается шнур. Наши мастерицы, которые на предыдущем курсе научились валять в такой технике, сегодня занимаются вот этой вот техникой. Бесплатные мастер-классы проводятся в рамках проекта «Орнамент. Символ жизни. Возрождение войлочного искусства ингушей», который в 2019-м получил поддержку фонда президентских грантов. Они организованы ингушским историко-географическим обществом «Дзурдзуки». Здесь начинающие мастерицы учатся всему от валяния шерсти до изучения истории ковроделия. Процесс и вообще это занятие мне очень нравится, как и всем девушкам, женщинам, которые вместе со мной обучались, которые сегодня начали первый урок 2-го курса. Очень сырье, очень мягкое, благодатное, с ним очень интересно работать. Разные цвета, подбирать можно различные композиции. У нас очень много старинных орнаментов, и вот по этим орнаментам мы можем их воссоздавать. После депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию древние искусства стали забывать, а вот возрождалась эта культура с миру по нитке. Впервые в Турции вышла в свет книга про истинги, в которой на фоне глянцевых цветных иллюстраций описана история старинного ковроткачества. Автором этой книги является руководитель ингушской диаспоры в Турции Салман Бештой. Благодаря ему фонд Музея изобразительных искусств в республике пополнился новым бесценным экспонатом. Он преподнес в дар музею старинный войлочный ковер «Истинг». Культура – это история нашего народа. Поэтому, когда этот ковер у меня хранился, я всегда думал об этом, что наша история должна на том месте, где наш народ живет, сохраняться. И ради нашей истории, ради нашего народа я решил привезти этот истинг сюда, домой, туда, где его место настоящее. Идея возродить древнее ингушское искусство появилась и у Зейнеп Барахоевой. Еще один кружок изготовления истингов появился в 2018 году на базе Дома народного творчества. За каких-то 2 года отсюда вышло 18 полноценных ковровщиц. Сейчас искусство с многовековой историей постигают 30 учениц. Возраст тут не показатель. Заняться традиционным ремеслом никогда не поздно. Взрослая аудитория работает, дети учатся. И, что интересно, дистанционно. Много желающих, и мы с ними работаем. А еще войлок – это прекрасная основа для картин. За них здесь отвечает Хава Бесаева. Войлочное валяние она освоила всего год назад. Но ее уже смело можно назвать искусной мастерицей. На одну такую работу у нее уходит не более 3 часов. Свои знания она передает воспитанникам. Хава еще и преподаватель истории.
Чем тоньше мы разложим шерсть, нашу основу, тем лучше и нежнее получится у нас картина. Дальше я уже сделаю как стебли из темного цвета, тоже шерсть, натуральная шерсть, это природные цвета, это не крашеные, коричневый, белый и черный у нас природные цвета. Вот я разложу стебли. И вот у меня уже есть заготовки, заранее сделанные нашими детьми. Из него я буду ложить уже ягоды калины. Сегодня, когда на смену войлочным коврам повсеместно пришли искусственные, такие занятия, как дань памяти предкам. А ведь еще не так давно не было ни одного ингушского села, где женщины не владели бы ремеслом изготовления удивительных по своей красоте истингов. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, канал Алиф, Ингушетия. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.